Вы смотрите «Субботние новости Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И традиционно выпуск мы начинаем с истории ТАССР. 27 июня 2018 года на тогда еще Казань-арене состоялся 4-й матч чемпионата мира по футболу. Сыграли сборные Германии и Южной Кореи. Немцы сенсационно проиграли со счетом 0-2. Свидетелями события тогда стали 42 тысячи болельщиков со всего мира. Сегодня на стадионе тоже игра, первая после введения ограничений. Об этом чуть позже. И вот главное на сегодня. Выдвижение в кандидаты. Каждый житель Татарстана должен чувствовать себя защищенным, уверенным в завтрашнем дне. Как сегодня «Единая Россия» поддержал Рустама Минниханова на выборах президента республики. Увидел Салават Мухаммадуллин. Экспертный взгляд. Пытались найти программы. Нашли только одну. Что о предстоящих выборах президента республики и кандидатах говорят российские политологи, узнал Дмитрий Аренин. Удобно и безопасно. Кто в Татарстане пришел на участок в третий день голосования, увидел Рамиль Галиулян. Подарок молодежи на 2 гектарах. До сих пор не особо верится, да. То есть раньше приходилось искать самые лучшие площадки. Как в Казани смогли создать площадку аналогов, которой нет во всей России и даже в Европе. Подробности у Натальи Мединой. В Казань вернулся большой футбол. У меня друзья хотели попасть, они не попали. С какими ограничениями столкнулись болельщики, увидел Алмаз Гафиятов. Начнем с последствий непогоды, обрушившейся на республику буквально час назад. 40 населенных пунктов и без малого 4,5 тысячи человек остались без света в Елабужском районе. Сорванные крыши в Кукмарском и Балтасинском районах. В Кукмаре кровлю сорвало с детского сада «Березка». Благо, никто не пострадал. В Балтасях без крыш фермы, коровники и просто жилые дома. В Челнах сильный ветер повалил башенный кран. Он рухнул на гаражи. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Непогоду синоптики прогнозируют ночью и завтра. Они предупреждают о шквалистом ветре до 27 метров в секунду, сильном ливне и граде. И мы переходим к другим темам. Татарстанское отделение «Единой России» поддержало кандидатуру Рустама Минниханова на выборах президента республики, которые состоятся 13 сентября. Такое решение большинством голосов принято на партийной конференции. С какой программой идет Рустам Минниханов на выборы, расскажет Салават Мухаммадуллин. Все в масках и перчатках. В кулуарах конференции «Единой России» ажиотаж. Ведь заседание особенное. На повестке выбор кандидата от партии на выборы президента республики. Президиум принял решение рекомендовать Рустама Нургалиевича Минниханова, члена бюро Высшего совета партии, действующего президента Татарстана, на предстоящих выборах кандидатом на должность президента Республики Татарстан. Президиум также внес кандидатуру Ленара Ринатовича Сафина, министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, для участия в предварительном голосовании. Оба кандидата представили делегатам свою программу. Рустам Минниханов выступал здесь ровно 5 лет назад и представлял стратегическую программу «Татарстан. Территория возможностей». Сегодня он также презентует однопартийцам новый проект. Это прежде всего забота о людях и развитие человеческого капитала, формирование комфортной среды для жизни, создание возможностей и условий для самореализации, развития экономики и предпринимательства. Забота о людях и родном Татарстане – это главные акценты новой программы. За 5 лет отремонтировать 104 объекта здравоохранения. За 2 года построить 49 детских садов и 13 школ. Один из главных проектов – «Наш двор». По нему приведут в порядок почти 7 тысяч придомовых территорий. Для молодежи создадут все условия для самореализации. Локомотив экономики – нефтегазохимия. В центре особого внимания – развитие и поддержка предпринимательства. Каждый житель Татарстан должен чувствовать себя защищенным, уверенным в завтрашнем дне. Второй кандидат в кандидаты Ленар Сафин в своем выступлении рассказал об итогах своей работы в дорожном хозяйстве. При этом министр отметил, поддерживает оппонента. Если вы мне зададите вопрос, за кого ты будешь голосовать на выборах, я вам отвечу. За Минниханова Рустама Нургалиевича. За нашего президента и человека дела.
Так ответило и абсолютное большинство делегатов. По итогам тайного голосования большинство поддержало Рустама Минниханова. Так как развивается наша республика, тот авторитет, который мы имеем не только в Российской Федерации, а на международном уровне, это, конечно, во многом заслуга Рустама Нургалиевича. Рустам Нургалиевич вникает во все вопросы, знает все эти вопросы изнутри, помогает. Республика под руководством Рустама Нургалиевича добивается неимоверных хороших результатов. И эти слова Рустам Минниханов подтвердил прямо на конференции. К президенту с просьбой отремонтировать дорогу обратился представитель авиастроительного района Казани. Мы получили партийные задания под Тусово улицу отремонтировать. Ленар, вот это маленькое поражение сегодня ты компенсируешь ремонтом этой дороги. Я думаю, мы квиты будем. 1-1 будет. Сегодняшнее решение регионального отделения должен вот-вот утвердить Центральный исполнительный комитет партии в Москве. Учитывая, что кандидатура Рустама Минниханова публично поддержана президентом страны Владимиром Путиным, проблем с этим быть не должно. Уже затем, до 12 июля, ЦИК Республики должны быть поданы документы для выдвижения. Салават Ухмадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Предвыборные программы кандидатов в президенты Татарстана сегодня в Казани обсудили эксперты клуба «Волга». На этот раз после серии онлайн-конференций прошла первая офлайн-встреча. Мнение специалистов выслушал Дмитрий Аринин. Вектор развития республики на 5 лет с точки зрения тех предвыборных программ, которые заявлены кандидатами. Так получилось, что экспертам пришлось обсуждать программу только одного кандидата – Рустама Минниханова. Как говорят политологи, его оппоненты пока себя не проявили. Его соперники никаких ярких программных заявлений не делают. С одной стороны, наверное, это связано с тем, что они понимают в хорошем смысле слова безальтернативность. И все то, что сделано за 10 лет, оно видно не только в республике, но и хорошо известно далеко за ее пределами. Как отмечают эксперты, в программе Рустама Минниханова все четко изложено. Есть системный взгляд на развитие республики. От улучшения жизни отдельного человека до всей макроэкономики. На мой взгляд, удалось Минниханову найти оптимальный баланс между темой восстановления экономики и подъема экономики и темой качества жизни и комфорта жизни людей. Потому что крен только в сторону экономики или только в сторону качества жизни, он выглядел немножко странно. Анализируя, как развивается республика, федеральные эксперты отмечают, что Татарстан стал самодостаточным регионом, где людям комфортно жить и куда стремятся переехать, а не наоборот. Редко видишь сейчас в стране. Молодежь не говорит следующие слова. Я доучусь и уеду в Москву. Я поеду в Москву учиться. В Татарстане есть чем заниматься молодежь. Это так здорово. Весь круг кандидатов в президенты республики официально оформится в ближайший месяц. Так что другие кандидаты еще представят свои программы и включатся в предвыборную гонку. Дмитрий Аринин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Сегодня третий день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Выходной. У татарстанцев больше времени сходить на свой участок. В нашей республике правом выбора обладают почти 3 миллиона человек. О том, кто из них пришел на участки сегодня, Рамиль Галиуллин. Сперва металлодетектор, затем электронный термометр. Первым в субботнее утро на свой избирательный участок пришел Василий Шахразиев. Вместе с семьей вице-премьер проголосовал в 3-й Казанской гимназии. Бросая бюллетень в урну, отмечает, что важно лично для него. Радует то, что когда я получил бланк бюллетеня, в нашей республике она распечатана на 2 государственных языках, на татарском и на русском. Повсюду социальная дистанция, на входе маски и перчатки. Все процедуры бесконтактные. Сделав свой выбор, избиратель бросает бюллетень в урну и идет к выходу, чтобы свести контакты людей к минимуму. На избирательных участках выход в другом конце здания. Участки республики открылись в 8 утра. Не дожидаясь конца недели, отведенной для голосования, свой выбор за поправки сделала и председатель Русского национально-культурного объединения Ирина Александровская. Тот человек, который не высказывает гражданской позиции, это человек, который ждет от кого-то и что-то. А ведь все зависит от нас. Не стал ждать в Челнах депутат Госсовета Олег Коробченко и отправился на участок. А в Казани в 51-ю школу пришел Рифат Ганибаев. Сохранение тех ценностей, которые сегодня есть в социальном развитии нашего государства, говорит о том, что эти ценности будут укрепляться и будут развиваться далее, в том числе и в отношении инвалидов. Чтобы сделать свой выбор, у татарстанцев еще есть время. Предварительное голосование проводится до главного дня, 1 июля. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, Игорь Романов, ТНВ, Казань.
Голосование по поправкам идет без нарушений. Так, ход волеизъявления в республике сегодня прокомментировали в ситуационном центре корпуса наблюдателей. Напомним, процесс голосования контролирует более 15 тысяч человек. Это представители общественных организаций и политических партий. Проинспектировать работу избирательных участков и соблюдение требований безопасности приехали федеральные эксперты. Рамиль Шайдуллин подробнее. Как мне будут завидовать знакомые, потому что ведь бюллетень же, ведь он еще и двуязычный. Александр Малькевич впервые голосует в Казани. Причина всему – работа. Вплоть до завтра он пробудет в республике, поэтому заранее прикрепился к татарстанскому участку. Принес с собой заявление, распечатку с портала госуслуг, но оно не понадобилось, потому что все уже автоматически я внесен в реестр избирателей здесь. В качестве федерального эксперта он оценивает корректность организации процедуры и обеспечения мер безопасности, поэтому осматривает сразу несколько участков. Один из участков есть прямо внутри аэропорта, то есть проголосовать здесь могут те, кто либо улетает куда-либо, либо наоборот прилетел в Казань, открепившись от места регистрации, прикрепившись по месту пребывания. Его Александр Малькевич осмотрел прямо по прилету. Уже на входе проверка температуры, дезинфекция рук, обязательно маска и перчатки. На полу полосы для дистанцирования, в помещении, чтобы голосующие не пересекались, разные входы и выходы. На самом высоком уровне. То есть все настолько удобно, просто понятно для избирателя. То есть, я не знаю, что еще можно придумать. Ручки дайте, пожалуйста. Как альтернативу помещениям в стране придумали мобильные участки. Это связано с угрозой распространения коронавируса. В республике созданы 370 дополнительных площадок, таких как шатры, урны во дворах или, например, автобусы. Один из них осмотрел федеральный эксперт Алексей Куртов. Раздельные выходы, то есть все требования, которые предъявлял ЦИК, безусловно, выполняются. Вот выдают одноразовые наборы для голосования, что тоже очень удобно. На участках в эти дни работают свыше 15 тысяч наблюдателей, и у них уже есть итоги первых дней голосования. Слава богу, что голосование проходит в спокойной обстановке, нарушений нет. Есть посты в соцсетях, говорят наблюдатели. Так, на одном из участков якобы стояла неопечатанная урна. Факт сразу же проверили. Она не предназначена для голосования в срок, там, например, с 25 по 30 число. Да? И кроме того, она находилась в техническом помещении. Сегодня третий день голосования. По данным Татарстанского центра избиркома, за 2 дня отдали свой голос более 12% или больше 350 тысяч жителей республики. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, Дмитрий Аринин, Адель Мендубаев, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. О значимости и актуальности поправок в Конституцию говорил сегодня депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фарахов. Он акцентировал внимание на социальной стороне предлагаемых изменений, в частности, на здравоохранение. Предлагаемая поправка, она уточняет качество, уточняет доступность. Что за этим последует? За этим последует увеличение финансового обеспечения здравоохранения. Это очень важно. Вообще социальный блок поправок вносит существенные уточнения, и эти уточнения позволят увеличить объемы финансового обеспечения, значительно более эффективно защищать права работников. И, безусловно, вот этот баланс между работником и работодателем идет в сторону поддержки. На этой неделе в Татарстане зарегистрировано 279 новых случаев коронавируса, что всего на 5 меньше, чем на предыдущей неделе. Ситуацию с пандемией сегодня обсудили в Доме правительства. Совещание провел Рустам Минниханов. Как доложило руководство Роспотребнадзора, в общероссийском рейтинге регионов Татарстан по показателям заболеваемости занимает 79 место. Общее число заболевших составляет 4431 человек. В обсерваторах остаются 102 человека. В геометрической прогрессии растет тестирование населения на иммунитет к новой коронавирусной инфекции. На этой неделе тестирование в 9 частных лабораториях прошли более 14 тысяч человек, что в 2 раза больше, чем на предыдущей неделе. Планируется ввести определенные послабления, режим ограничений. В режиме коронавируса мы умеем работать, но для этого надо быть дисциплинированным, соблюдать все нормы и правила.
Шестиметровые виражи и прыжки на невероятной скорости. Сегодня в Казани прошел тест-драйв крупнейшего экстрим-парка «Урам» под «Миллениумом». Подобного ему нет в России и даже в Европе. Скейт-площадки, дорожки для трюковых велосипедов, площадки баскетбола, паркура и тренировок. На самокате сегодня там прокатился и Рустам Миниханов. Когда любители экстрима смогут опробовать современный парк, расскажет Наталья Мезина. Как настроение? Задор и энтузиазм переполняют всех, ведь открытие экстрим-парка ждали с прошлого года. Тогда молодежь Татарстана лично обратилась к Рустаму Миниханову. Сегодня в праздничный день президент вместе с юными спортсменами тестирует новые дорожки. Россия – лучшая страна в мире. Вот, пожалуйста, нигде в мире такого, в Европе точно нет. Для нашей молодежи мы должны создавать все условия. Пример, когда мы сюда приходим, мы сами становимся молодыми. Теперь парк «Урам» под мостом «Миллениум» – это эпицентр для настоящих ценителей скорости. До сих пор не особо верится, да. То есть раньше приходилось искать самые лучшие площадки, куда-то улетать, тратить кучу денег, времени, а сейчас это, 10 минут от дома в Казани. А это уже самая высокая точка эйр-парка. Здесь высоты 6 метров. Спортсмены могут выполнять невероятные трюки на BMX и скейтбординге. Кстати, с этого года эти виды спорта стали олимпийскими. Тест-драйв крупнейшей площадки доверили спортсменам со всей России. Все замечания обещают учесть. Прям бежал сюда. Очень хотелось уже ехать, прокатиться. Резинки очень мало, советую, пока не поздно, сделать, толщину поднять. Я думаю, что 2-3 недели нам как минимум нужно для того, чтобы все работы завершить. И после этого у нас есть красивая дата. 12 августа – Международный день молодежи. Сейчас полным ходом идет строительство крытой части экстрим-парка. У нас там появится лектория, баскетбольные площадки, многофункциональные пространства под воркшопы. Также мы планируем, что туда заедут молодые резиденты, представители микробизнеса. Все пространство будет бесплатным. И как только наладится эпид-обстановка, 30 тысяч гостей оценит проект. Ведь именно столько сможет вместить молодежный парк «Урам». Наталья Мезина, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. С праздником молодежь на одной волне. Так поздравил с Днем молодежи татарстанцев президент Рустам Миниханов. Он традиционно выложил видео в своем Инстаграм. Молодость – это встречать новый день с рассветом. Молодость – это синяк на руке. Молодость – это каждый из нас, говорится в ролике. Молодость – это зайти за черту, ритм и рифму сломать на лету. Дорога закрыта, но я иду. Смазать карту будня, как Маяковский. Делать это чудно, ежеминутно. Выпускные вечера для всех школьников страны сегодня впервые прошли в онлайн-формате. На специальных площадках лучшие выпускники делились своими впечатлениями, рассказывали о планах на будущее. Онлайн их поздравили и учителя. В этом году школу закончили в России 700 тысяч учеников, в нашей республике 17 тысяч. Татарстанских выпускников поздравил и президент Рустам Миниханов. Он сказал, что сожалеет, что в этом году выпускные вечера пришлось проводить дистанционно, и назвал это первым испытанием в их взрослой жизни. Выпускникам пожелал сил, упорства и успехов. Сегодня прошел и онлайн-концерт. Спустя год и 1 месяц вернулись на стадион Ак-Барс-Арена. Сегодня футболисты «Рубина» провели первый домашний матч после возобновления чемпионата. К нам в гости пожаловали игроки московского «Локомотива». Антураж вокруг игры в новом формате оценил Алмаз Гафиятов. Для начала немного статистики и цифр. Ровно 1 год, 1 месяц и 1 неделю назад «Рубин» провел на этом стадионе свой последний официальный матч. Тогда еще стадион назывался «Казань-Арена», не «Ак-Барс-Арена», и команда выступала под управлением главного тренера Курбана Бердыева. К слову, тот последний матч Санжи посетило 5500 болельщиков. Сегодня ожидается на 1000 меньше, и связано это с тем, что по новому регламенту разрешается вход зрителей не более 10% от полной его вместимости. И болельщики долго боролись за заветные билеты. Сегодня в продаже уже их практически не было. Давайте вместе послушаем, что думают приезжие гости, а также болельщики казанского клуба о том, что ждать от этого матча. Сегодня такой праздник для Казани, для Татарстана после карантина. Народ приходит, я тоже сам ожидал этого матча. Когда объявили продажи билетов, я на второй день уже сразу пришел сюда, сам лично купил билеты. Я знаю то, что во время пандемии там дистанция есть, то есть там 2 сидушки свободны и сажают через
2 человек. Конечно, это несравнимо с тем, что когда стадион заполнен и когда в обычных условиях. Но ничего, все равно какая-то поддержка была. Безусловно, каждый болельщик должен соблюдать традиционные правила безопасности, а также регламент, который установили организаторы этого поединка. Помимо ношения масок и перчаток, это обязательная проверка температуры перед входом, а также использование антисептиков. Но я думаю, истинных фанатов это не смущает, так как все давно ждали игры своей любимой команды и готовы пойти на какие-то жертвы ради того, чтобы своими глазами увидеть своих кумиров. Ну и здесь, в Казани, ожидается еще как минимум 4 топовых матча. Сюда приедут такие команды, как «Спартак», «Ростов», «Краснодар». И надеемся, что команда Леонида Слуцкого порадует всех любителей футбола зрелищной игрой, а также результативными матчами. Ну, вот так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». А сейчас самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь до следующего выпуска. Всего вам доброго и берегите себя. Всем привет! Забавные видеоролики, интересные новости и смешные фоточки из интернета. Вот что приносит нам каждая суббота. И сегодня не исключение. Усаживаемся поудобнее и откладываем свои смартфоны в сторону, ведь ближайшие 5 минут они вам не понадобятся. Это рубрика «В сети». Итак, начнем по порядку. На этой неделе появилась уже 2-я серия мультфильма с участием Рустама Минниханова. На этот раз к нему пришел гость из будущего. Мне нужна твоя одежда. Ай-яй, вы через госуслуги записывались или так просто пришли? Зулейха, принеси костюм какой-нибудь. Как видите, бьют по актуалам. Уже знаменитый костюм в Татарстане. Добавили даже новых героев. Здесь и министр информатизации Айрат Хайруллин, и мэр Казани Ильсур Медшин. Я вам Windows переустановил, драйвера поставил. Молодец, но я не про это. Ну и, конечно же, про голосование не забыли. Терминатор, покажи-ка, что будет, если все татарстанцы придут 1 июля на голосование. Татарстанцы находят эти мультики очень забавными, судя по комментариям. Думаю, скоро Рустам Минниханов и в свой инстаграм начнет их выкладывать. Ну, раз уж заговорили про нашего президента, то вот вам момент из рабочего заседания правительства Республики Татарстан, которое показывает, что безопасность превыше всего. Сегодня ряд мероприятий, в том числе и данное заседание Кабинета министров Республики Татарстан, посвящены торжественной дате столетию образования органов исполнительной власти. А, уже пишем, что ли? Ну, друзья, а что вы хотели? Работа работы, а антисептик по расписанию. Теперь плавно переносимся на парад. Как вы знаете, в большей части городов он проходил в режиме онлайн. И в сети есть несколько интересных роликов с этого мероприятия. Например, участница парада в Калининграде потеряла туфлю. Но это ее не остановило, она продолжила маршировать. И после чего ее решили наградить памятной медалью командующего. Вот такие у нас девушки. И коня на скаку остановят, и в одной туфле на площади промаршируют. А в Казани во время парада Минтимир Шаймиев оценил лоб нашего корреспондента Салавата Мухаммадуллина. Лоб-то какой. Пробивной лоб. Вот он, пробивной лоб Татарстана. Скоро, думаю, граффити сделают или баннеры распечатают с его изображением. Ждем. Теперь фраза «размер имеет значение» приобретает финансовый смысл. Ведь с 2021 года, если у вас доход свыше 5 миллионов, то НДФЛ будет не 13, а 15%. В связи с этим в сети появился ряд мемасиков и шуток. А сейчас немножечко красоты нашей Казани. Частичка Каппадокии замечена в городе. Так что никуда ехать не надо, друзья. Все здесь, все здесь.
27 июня – День молодежи. И совместно с поисковой системой Яндекс собрали топ запросов на различные темы, которыми интересуется молодежь. Например, какие книги читает молодежь? Анна Тот «После ссоры», «Мастер и Маргарита» Булгакова, а также книги Михаила Лобковского. Среди спорта самыми популярными оказались плавание и бег. А сейчас мой любимый топ. Песни, которые ищут пользователи, не зная слов. На первом месте «Та-та-та, тара-та-та, та-тара-та-та». На втором месте «Тум-тум-тум, тум-тудум, тум-тум». И замыкает топ-чарт популярных треков среди молодежи «Па-пара, пара-па-па-па-пам». Молодежь, что с них взять? И напоследок вам видео из рубрики «Танцы на улице». Татарский шафл для поднятия настроения. И самое главное, будьте в сети. Пока. Здравствуйте! О погоде на 28 июня после небольшой информации. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. Погодные процессы в Татарстане по-прежнему нестабильны. И по данным сервиса Яндекс.Погода, в воскресенье на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, похолодает плюс 18. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге температурный фон понизится. Дождь и также 18 градусов выше нуля. Новые порции холодного воздуха ворвется и на север Татарстана, понизив температуру. Особенно это будет заметно в вечерние и ночные часы. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтаси днем всего 18 градусов тепла, местами возможны осадки. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Држаном теплее, тут до 22 градусов выше нуля пройдут небольшие дожди. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше холодный атмосферный фронт остудит воздух, дневная температура плюс 18. В понедельник станет еще прохладнее. Вот такой малоприятный сюрприз от июня напоследок. Пусть неустойчивая погода не повлияет на ваше настроение. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Мне уже удаляли грыжу позвоночника и снова направляют на операцию. Что делать? Доктор Ост лечит позвоночник по передовой технологии. Без операции. Грыжа сама начинает втягиваться на место, освобождая пережатый нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарс Дом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 77 77. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры в Казани от Акбарс Дом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295 47 и на сайте akbars-dom.ru. В Казани в воскресенье будет облачно с прояснениями. Не исключены дожди. Ночью плюс 16, дневная температура около 18 градусов выше нуля. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 52%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Приятных выходных в кругу близких. До свидания.